Добрый день, это первый дайджест новостей из Москвы. Здесь мы расскажем о важных событиях минувшей недели, затронем темы, волнующие каждого якутянина. 10 дней мать бойца СВО искала сына. В соцсети разлетелся слух о гибели парня. Вот по WhatsApp разгулялась фотография моего ребенка о том, что он погиб. Я его 10 дней искала, но все равно в сердце верила, что он жив. Жив и набирается сил в госпитале. Волонтеры Саха протягивают руку помощи каждому раненому. Кофе, чай, влажные салфетки, печеньки, сладости, шоколадки. Все, что разрешается медиками в госпиталях. В Москве работают и якутские медики. Травматологи и психологи посетили военные госпитали. По тяжести ранения проводится несколько этапов лечения. И сказать, что именно после пребывания в одном из госпиталей, военных госпиталей, сразу заканчивается лечение раненого, это не так, потому что они проходят несколько этапов реабилитации. Так, в подмосковном санатории Бесчагда откроют программу реабилитации для участников спецоперации. Пилот проекта испытывает на себе командир добровольцев. Нуждающиеся есть, их надо поддержать, потому что направления реабилитации разные. Например, вот от травматических, да, там люди у нас и с тяжелыми травмами конечностей, вплоть до ампутации. Правительство поддерживает и будет в этом направлении плотно работать с участниками специальной военной операции. В Москве проходит лечение раненый боец СВО из Нюрбинского Улуса. 10 дней соцсети трубили о его гибели. Он не выходил на связь с родными, мать забила тревогу. Оказалось, парень жив, но ранен. Сейчас проходит лечение в военном госпитале Москвы. Ему и еще другим бойцам оказывают поддержку волонтеры Саха. Подробнее об их помощи в нашем сюжете. К кутиному супу, конечно же, мясо. Тоже разделили на 2 порции. 2 порции для 2 раненых бойцов из Якутии. А еще в госпиталь поедет рыба. Ее вместе с мясом дичи специально привезли в Москву из Якутии. Домашняя еда, продукты с родины. То, почему так скучали бойцы с передовой, доставляется в госпиталь день в день. Пока один волонтер на кухне, другие в магазине. Выбирают продукты и вещи для госпитального набора. Средства гигиены, душевые принадлежности, белье стоят первыми в списке. Бойцы также просят привезти сладости, делятся волонтеры, называют их маленькими радостями. Движение начало работу 21 октября. Сегодня в его рядах уже около 100 человек. Идейным вдохновителем стала Аина Храмова, жена боевого офицера. Специальная военная операция идет. Таких людей, как бы нам не хотелось, будет еще много. И подумала, что неплохо было бы создать объединение какое-то, навещать уже раненых наших бойцов. Многодетные мамы, студенты Щепкинского училища, якутяне из Москвы и Якутии. Сегодня волонтеры – это и те, кто участвует в денежном сборе. Так, усилиями земляков менее чем за месяц уже собрано 200 тысяч рублей. За выходные у нас расходы где-то около 80 тысяч. На что это ушло? Да? На приобретение госпитальных наборов, на приобретение продуктов ребятам из Таманской дивизии. Волонтеры Саха надеются, что к ним присоединятся медики и юристы, чтобы помощь бойцам оказывалась широким фронтом. Стать волонтером может каждый. Главное условие – желание помочь. В колл-центр можно позвонить ИКЦ, найти нас – это самое простое. Они передают, соседям находятся в кабинете, они передают все нам. Медицинская помощь раненым – одно из направлений Единого координационного центра. Проект создан по решению главы Якутии Айсена Николаева. На прошлой неделе в работу военных госпиталей включились и медики из Якутии. Травматологи и психологи специально приехали в Москву, чтобы проверить ход лечения бойцов и наметить программу реабилитации в будущем. Были уже первые встречи с нашими ранеными ребятами, которые выписались из госпиталей Бурденко, Вишневского. И также были выезды в госпиталя. Все они пользуются большим вниманием со стороны постоянного представительства в Москве. Также очень были переговоры с лечащими докторами, ребят тоже, да, которые оценивают их состояние на сегодняшний день. Конечно, имеется некоторый ряд вопросов по психологическому состоянию
состояние наших раненых. Но если чисто сказать по медицинской части, со стороны военных госпиталей делается все. По тяжести ранения проводится несколько этапов лечения. И сказать, что именно после пребывания в одном из госпиталей, военных госпиталей, сразу заканчивается лечение раненого, это не так, потому что они проходят несколько этапов реабилитации. Между тем, якутские врачи вернулись из ДНР. Почти 3 недели 10 специалистов помогали жителям новых регионов. В городе Кировское, который курирует Якутия, в местную больницу было доставлено современное оборудование, медикаменты. Наши врачи приняли более 2500 пациентов. Проводились сложные операции, обследования, назначалось лечение, были консультации для местных медработников, как перестроиться на российскую систему здравоохранения. Такой квалифицированной помощи жители города Кировское не могли получить долгие годы. Многие специалисты, которые были в больнице, покинули ее, и, соответственно, долгое время пациенты не могли получить элементарные консультации. Поэтому у нас в команде были врачи-кардиологи, невролог, был УЗИ-специалист, был рентген-лаборант, который смог запустить маммограф, который не работал в этой больнице, и он стоял просто без дела, и смог провести 339 исследований. И на некоторых из них были выявлены патологии, связанные с онкологическим заболеванием. Этих пациентов отправили на дальнейшее обследование. И это очень важно, потому что в онкологических заболеваниях это в первую очередь работать на предупреждение. На прошлой неделе все получилось и у якутских масс-рестлеров. В Санкт-Петербурге состоялся первый открытый всероссийский турнир среди студентов. Всего в нем приняли участие более 100 спортсменов от 18 до 25 лет. Это представители 28 университетов и колледжей из 15 регионов. Атлеты соревновались в 14 весовых категориях. В Петербург приехала и внушительная якутская делегация. Основной костяк – студенты СВФУ, АГАТУ и Чурапчинского института физкультуры и спорта. 21 года. Параллельно с состязаниями проходила и деловая программа. Подписано соглашение о создании студенческой лиги по масс-рестлингу и проведении первого чемпионата страны среди учащихся. Это соревнование будет толчком для развития студенческой лиги масс-рестлинга. Сегодня еще будет подписание создания лиги, студенческой лиги. Будет подписывать Российский студенческий спортивный союз, Всероссийская федерация масс-рестлинга и Северо-Восточный федеральный университет. Это учредительный договор соглашения, что с следующего года у нас будет уже ЕКП, Министерство Российской Федерации и Российский студенческий спортивный союз. Уже в едином календарном плане будет развиваться во всех регионах России. Там же, в Петербурге, коллекцию Российского этнографического музея пополнили новым якутским костюмом. Музею 120 лет. Это крупнейший в Европе. За это время он собрал предметы культуры и быта 158 народов. Примечательно, что первым экспонатом в музее еще в далеком 1902 году стал якутский предмет. И по сей день, спустя более века, наш регион остается близким другом музея. В Российском этнографическом музее тысячи экспонатов из Якутии. Это одежда, украшения, бытовая утварь. Одних чуронов в запасниках 180 штук. Причем удивительно, что наша республика для музея особенный регион. 120 лет назад, когда описывалась и формировалась его коллекция, первым номером в ней были зарегистрированы именно экспонаты из Якутии. В этот раз наша республика подарила уникальный зимний набор из пальто, шапки и рукавиц. 120 лет назад музей был основан, мы были уже в первых экспонатах этого музея. А сейчас 3700 экспонатов Якутии находятся в музее, Российском этнографическом музее. Мы добавили костюм Анны Звери, который отражает сегодняшнюю эпоху. И ту фотографию, когда якутская делегация дарила это цесаревичу тогда Николаю II в 1896 году, специально показал всей делегации, которые говорят о том, что через 100 лет мы будем смотреть уже нашу фотографию с этим костюмом, который продолжает ту дорогу вложений нашей республики в развитие Российского этнографического музея. В музее оценили такой щедрый подарок, причем имя народного мастера из Якутии Анны Зверевой здесь хорошо знают. И местные эксперты уверены, что новый экспонат самого высокого качества и достоинства. Если говорить о
продолжение традиции, то мне хочется сказать и немножко о мастерице, потому что в коллекции нашего музея есть предметы, изготовленные также Анной Николаевной. И сейчас мы пополняем эту коллекцию. И такой отличный образец традиционного костюма, зимняя шуба, шапка, варежки, которые преподносятся в музей, станут достойным пополнением наших коллекций к 120-летию. Якутский костюм может стать настоящим украшением новой экспозиции, которую готовят в Российском этнографическом музее. Она будет посвящена народам Дальнего Востока и Сибири. Главная ее задача – показать, как разные народы сохраняют сегодня свои традиции. Это были все новости в подборке первого дайджеста. На следующей неделе увидимся снова. До свидания.